Программа для голосового заполнения медицинской документации с легкостью распознает свободную речь, так и медицинские термины. Распознавание осуществляется локально на компьютере пользователя, то есть Voice2Med работает даже при отсутствии интернета. В В6 правого легкого определяется участок гипопневматизации. Как по волшебству, сложные в написании и в произношении медицинские термины появляются на экране. Некоторые фразы даже можно не произносить целиком. Цифровой помощник Voice2Med их понимает, и система сама вставляет нужный текст. Очагово-инфильтративных изменений в легких не выявлено. Точка, абзац. Пневматизация паренхимы сохранена. Не отрываясь от осмотра, теперь врач может вносить исследования и данные пациента, а потом сохранить или отправить нужный документ. Особых сложностей в освоении искусственного интеллекта у врачей не возникало. Данная программа установлена лично у меня около 2 недель назад. Я пока к ней приноравливаюсь, но уже сейчас понятно, что она намного облегчает работу. Она облегчает работу в плане особенно сложных пациентов, которых нельзя вбивать в шаблонные исследования, которые на обычную рутинную работу они достаточно хорошо подходят. Сложные исследования, они нуждаются в том, чтобы интерпретировать по-разному. Вот все, что мы видим, все это нужно записывать, и большие текстовые файлы получаются. Поначалу кажется, будто цифровой помощник чем-то схож с обычным голосовым вводом. Однако программа не так проста. В отличие от обычной системы, она не совершает ошибок в медтерминах. Ее используют уже в 80 поликлиниках по всей России. А детская республиканская клиническая больница стала первым медучреждением во всем СКФО, заключившим договор со Сбером о предоставлении системы. Пока в поликлинике всего 3 компьютера с подключенной программой. То же самое сейчас мы будем устанавливать врачам приемного отделения. Врачи-хирурги, врачи-педиатры, которые оказывают неотложную и экстренную медицинскую помощь, они то же самое будут проводить, проводя осмотр пациента, говоря об этом, то, что они видят. Сейчас на данный момент у нас лучевые диагносты, то есть те специалисты, которые занимаются КТ-исследованиями, и врачи ультразвуковой диагностики. Программу начали внедрять в стране только в прошлом году. Вместе с ней в комплект идет и микрофон. Разработкой занималась группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему Сбера. Заполнение голосом в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Поэтому Voice2Med существенно экономит время медработников. Это и другие технологии экосистемы Сбера в области медицины уже активно внедряются во многих регионах Северного Кавказа и доказывают свою эффективность. Внедрение новейших цифровых решений в республике – одна из приоритетных задач Сбера. Так что, по словам Мухажера Гадаборшева, ДРКБ – не последняя поликлиника, которую ждет цифровизация. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.